Приближаемся к торговому центру Макси. Заедем, что-нибудь купим. А у нас планы сегодня покупать видеокамеру. Будем выбирать видеокамеру из Panasonic, что-нибудь купим. Машин, как всегда, очень много тут. Куда-нибудь к центру сейчас поедем, посмотрим. Да, все везде забито. Вот сюда куда-нибудь. Нормально ход. Доехали до торгового центра Макси. Макси. И здесь видим М-Видео. Вот туда и зайдем. Зайдем, будем выбирать видеокамеру. Машин тут очень много. И тут М-Видео интересно. Где находится М-Видео тут? На втором этаже, может быть. В общем, это, да? Никак привыкнуть к этому не могу. Вон вдали виден М-Видео. Сейчас подойдем. Вот и М-Видео. Все, заходим, будем выбирать. Извините, а где у вас видеокамеру продают? Что где? Видеокамера. Сюда придете. Вот они. Будем смотреть, выбирать. Выбор, конечно, небольшой. Из камер тут Panasonic 160, Sony еще вот тут и 260, и, наверное, вот, это уже полупрофессиональный 25 990, 16 990 и 14 990. Так, 15 тысяч почти. Все такой маленький. Но, наверное, остановлюсь на этом. Буду смотреть, консультироваться, что и как. А, вон еще из Panasonic 260 есть. И еще Sony и даже Sony. Вот сейчас покупкой
Главное машину нашу найти. Где мы оставили? А, вон она. Вот наша камера Panasonic 260. Убирал долго, мучительно. Не знаю, как себе покажет, как будет работать. Уже дома будем тестировать, все показывать. Вот наш выбор. Мы выбрали Panasonic 260. Вот такая видеокамера. Компактная, удобная, небольшая. Самое то, чтобы таскать за пазухой, когда идешь в лес, или в рюкзаке можно также, или подсумок еще дополнительно можно купить. Я, конечно, перед выбором у меня было направление, у меня было купить Panasonic 260 или же Panasonic 160. Когда я смотрел в интернете в прайс-лист видео Сыктывкаря, 260 не было, как бы только было под заказ. Но я как пошел в магазин, пока там смотрел 160 или еще смотрел, там на глаза попались Panasonic 760, но он, конечно, намного побольше видеокамера, потяжелее, и цена 2 раза дороже. И я в магазине увидел Panasonic 260. Он в декабре 2016 стоило 15 990, а Panasonic 160 стоила 14 990, наверное, или как-то в этом роде. Но он мне сразу понравился. Я не знаю почему, но я на нем и остановился. Еще до этого я смотрел Panasonic в 270, но у него только то же самое, все функции, только у него еще дополнительно Wi-Fi был. Это ни к чему для меня. И сейчас уже их не выпускают, все перестали выпускать. Не делают. Эта видеокамера вот по весу 211 грамм, а 160 был 207 грамм. Как бы я сравнивал. У него оптический зум. Так, у 160 зум цифровой, а у этой камеры оптический зум. И оптический зум 50. Там уже дальше, когда приближаешь, там уже дальше после 50 идет цифровой зум. На нем 90. На 90 еще как бы вот когда снимаешь, и видео более-менее нормально получается. А есть еще функция у него дополнительные, можно поменять функцию зум цифровой, сделать 150 и 3000. Но я пробовал снимать этим зумом, и видео получается некрасиво, даже не надо уже ставить это. Вот. Так. Перед выбором у меня самое главное направление было, чтобы камера была легкая, не тяжелая. Он не тяжелый, легкий, с хорошим зумом. Зум, на мой взгляд, тоже нормальный. У меня первая камера, и чтобы судить, там, сравнивать, я еще практически, пока не могу. Это первая видеокамера. И самое главное, чтобы я мог снимать еще с внешнего аккумулятора. Это тоже в этой видеокамере это возможно. Подсоединить Powerbank и можешь снимать сколько тебе угодно. Также можно подсоединить к розетке, к электросети. Тоже возможно, снимает все нормально. Аккумулятор, конечно, вот такой не очень большой, 1940 миллиампер. И я уже заснял одно видео, сходили за елкой, там в описании будет
В описании будет это видео. Первая съемка на эту видеокамеру. И где-то я снимал полчаса, наверное, времени. И полчаса времени снимал, и вот на экране там есть шкала, где показывает, сколько осталось зарядка у этого аккумулятора. И за полчаса съемки я истратил одну шкалу из 4. Так что, ну, аккумулятор новый, может, из-за этого еще держит зарядку. Я думаю, где-то 1,5 часа, может быть, будет снимать новый аккумулятор. Но в первую очередь, после покупки этой видеокамеры, буду покупать внешний аккумулятор. Внешний аккумулятор Powerbank, потому что я частенько и в основном хожу с ночевкой на охоту, на рыбалку, и один аккумулятор не хватит для съемки, для большой съемки. В первую очередь тоже я купил новую карту памяти 64 гигабайта. Тоже не маленькая карта памяти, там можно заснять где-то. Вот сейчас я настроил на MP4, у меня настройка, я буду снимать, и там показывает, можно заснять где-то 5,5 часов. Есть еще другая функция, ну, кроме MP4, сейчас я так, сенсорный экран тут. Так, в меню зайдем. Настройка записи. В некоторых видео я смотрел, там говорили, что неудобные кнопки. Очень даже удобно, нормально все. И режим записи вот тут. Так, вот MP4. Так. Назад. Вот режим записи, и тут у меня сейчас стоит MP4. А есть еще вот тут буквы AV, K, HD. Но если на эту функцию, скажем, я нажимаю, у меня там сразу вот. И вот если на MP4 там запись идет где-то 5,5 часа, здесь уже на этой функции съемка идет 11 часов, можно заснять. Так что разница есть. Так, ну я хочу попробовать, в общем, снимать пока на формате MP4. Не знаю, как получится. Так, еще что у нас? Ой. На этой видеокамере нельзя подсоединить, подключить там внешний микрофон. Это невозможно. Невозможно при съемке видеороликов сделать фотографии, тоже нельзя. Когда я смотрел видео про эту видеокамеру, там многие, ну, видимо, не знают про эту, не зная про видеокамеру, говорят, что невозможно файлы одновременно все удалить. Эта функция есть. Можно все файлы там одновременно удалять. Просто нажимаешь там, когда вот смотришь файлы, вот тут видно, что вот 2 съемки, и вот здесь корзина. На корзину нажимаешь, и вот, видите, все выходит, удали сцены. Все сцены, несколько, один снимок, и вообще нет. Там все сцены нажимаешь, и все удаляется, ничего не остается. Вот только удалять можно через видеокамеры все файлы. А вот когда подсоединяешь к компьютеру видеокамеру, смотришь все файлы там на компьютере можно смотреть, а удалять уже невозможно. Удалять невозможно. Только можно из этой камеры скопировать на компьютер, а уже перекинуть не получится, только скопировать. Почему я купил сразу новую карту памяти? Потому что уже так
в документах написано, что использованные видеокарты может не распознать и не найти или не будет работать. И лучше я уже 64 гига взял, и он будет дольше мне хватать для съемки, и буду только использовать на этом на этой видеокамере. Ну что еще? Еще неудобство, вот минусы я нашел, вот когда вот в руках держишь, он болтается, как-то неровно держится. Это очень большой минус, на мой взгляд. И неудобная кнопка для включения видео. Если, скажем, ты где-то возле моря, там без спешки, то что-то снимаешь, это, конечно, нормально. Но вот когда идешь в лесу и там выскочит зверь там, или птица такая, чтобы заснять на скорую руку, там неудобно вот держать. И есть, конечно, тут на сенсоре можно и подключить, скажем, включил и выключил там через сенсор можно включить видеосъемку. Но, на мой взгляд, это неудобно. Вот этот минус я нашел. А так особо, чтобы вот где-то придраться там, нет, все нормально. И минусы, плюсы я только могу сказать вам где-то через полгода. Вот поработаю с ним, поснимаю. А сейчас, что видеокамера новая, еще много ничего не снимал. На первый взгляд минусов практически нету. Минус только в этой кнопке. Кнопка для включения видео, я думаю, чтобы была лучше сверху где-то удобнее. И ручка как-то не так. Еще дополнительно прикрепил вот эту веревочку, там веревка для того, чтобы вот я, скажем, в лесу снимаю, и вдруг у меня с руки выпадет видеокамера, а я иногда снимаю там на лодке или на охоте, придется моментально стрелять в дичь или зверя, ну, чтобы уже, если упало с руки, чтобы не разбить камеру или еще что-то. В общем, такая покупка у меня. Первая покупка видеокамеры. Пока мне все нравится в нем. А там уже посмотрим. Вам просто надо подписаться на мой канал и следить, как будет снимать эта видеокамера. Буду ходить в походы, там, в походах или дома еще какие-то обзоры снимать. Еще у меня в дальнейшем, в первую очередь, мне надо купить внешний аккумулятор Powerbank. Это самое главное, первое. Уже если карта памяти там по времени 5 часов снимать, этот аккумулятор точно не хватит зарядки. Так, и еще я хочу в дальнейшем купить экшн камеру. Самое главное тоже вот это в руках держать, а экшн камера там на голове, или когда я буду ездить там на буране или на лодке, на мотоцикле, экшн камера тоже нужная вещь. В общем, все, с этим разобрались. Так что подписывайтесь на канал, смотрите дальше видеоролики, заснятые на эту видеокамеру. Может возникнуть, почему я выбрал Panasonic. Ну, не знаю. Я не знаю разницу в Panasonic и в Sony. Вот понравилось, и все, больше ничего не могу сказать. Может и Sony даже, может чем-то и лучше. Ну и обзорчики, как говорят, любой видеокамере, любой покупке там
плюсы и минусы в каждой видеокамере есть. Что-то в одной камере минус, что-то в другой камере минус. Ну вот у меня в данный момент минус эта кнопка. Пока дальше, в дальнейшем ничего не вижу в минусах. Будем снимать, смотреть. А на этом все. Пока. На улице сегодня минус 28 градусов. Сейчас немножко буду снимать, тестировать, как снимает мороз, какой зум этой видеокамеры. -21 сейчас. Вот 50 кратный зум сейчас показывает. Такие купола будут поднимать. Вот.